Sani Hanım osunda mı? Добро пожаловать, уважаемые гости, уважаемая Ольга Юрьевна, Арелла Микванышевна, Саня Ускенбаказа. Мы много говорим на самом деле про инновации, про цифровое образование, про искусственный интеллект. Но давайте немножко поговорим, каким мы видим образование в ближайшем будущем. Первое слово, первый такой вопрос, Ольга Юрьевна, вам. Вы представляете группу компаний NGS, New Generation Schools. И я знаю, что ваша школа, она уникальна тем, что, хотя и является частной, но в среднем в частных школах у нас 700, максимум 800 детей. Если говорить о нашем проекте, на его примере, то в нашу группу компаний входит не просто школа, в нее входит Академия по развитию и обучению педагогического сообщества, не только в рамках нашей школы, но и по всей территории Казахстана. И также нашей гордостью является проект по цифровизации обучения. И это немножко не в том разе классики, как мы привыкли в качестве электронного дневника, да, те инструменты, которые уже используются и есть на рынке Казахстана и во всем мире. Это немножко другая экосистема. И вот на примере того опыта, который мы получили с точки зрения школ, сейчас я могу об этом говорить, потому что у нас есть показатель 7-й год, мы стартуем учебный в Алмате, это наша школа, о которой говорил Ермек. Вторая сейчас школа строится в городе Астана, откроет свои двери в 2025 учебном году. Это платформа NGS Smart, это академия. И вот если говорить о цифровизации, о том вопросе, который мне сегодня задали, да, то мы, безусловно, школа нового поколения, мы закладывали для себя понимание, что мы хотим идти в ногу со временем с точки зрения цифровизации, с точки зрения управления данными. И вот здесь важную роль играет то, что я на самом деле даже после пандемии, я не сторонник глобального перехода на онлайн-системы. Я сторонник развития soft skill, понимания, когда обучение ребенка происходит не только педагогами, но и в социуме, но и в коллективе, когда педагоги учат детей и учатся у них, и вот такая происходит коллаборация. По цифровизации наша цель, к которой мы идем и имеем результаты, это сделать управляемым инструменты в рамках цифровизации. И здесь главную роль управляющая компания несет с точки зрения того, чтобы предоставить инструменты педагогам, потому что педагоги наши, безусловно, загружены. И быть в контакте с детьми и постоянно изучать параллельно, что на рынке происходит с точки зрения цифровизации, для них это сложно, и это долго, и это очень тяжело. Вот на них ответственность совершенно другая лежит, по нашему пониманию. Поэтому вот наши группы заняты тем, что мы исследуем рынки, находим инструменты, адаптируем, и нашим педагогам даем для внедрения с точки зрения обучения далее наших учеников. Ну, если вот коротко, то вот такой симбиоз у нас получается. Благодарю, Ольга Юрьевна. Вы, если не ошибаюсь, говорите про продукт Oculus, да, который у вас уже, насколько я знаю, 2 года как уже внедрено, как раз таки сейчас на площадке данного, скажем, мероприятия проходит и образовательная выставка, где NGS также представлен как официальный партнер мероприятия, и продукт Oculus как раз таки также представлен на данной площадке. Но я подходил и спрашивал у ваших коллег по поводу
данного продукта. И они сказали, что этим продуктом могут пользоваться не только сотрудники и педагоги, но также и ученики. Можете как бы раскрыть, я задавал такой вопрос, а если там, с какой точки зрения интересен это ученику, если там образовательные материалы, либо же ресурсы, пройденные темы, либо же темы, которые будут проходить ученик в будущем. Но как бы, я хотел бы узнать у вас более подробно. Спасибо. На самом деле, я могу долго об этом говорить, это такая тема обширная. Но я хочу, чтобы понимали, что изначально продукт NGS Smart, Oculus, это для сторонних организаций образования. NGS Smart мы строили под свою экосистему своей школы и закрывали потребности 4, так скажем, потребителей этой программы. Это педагоги, это родители, это сами ученики и это администрация школы и наша управляющая компания. Глубокая мысль этой программы – это управление данными. Мы бы хотели анализировать развитие детей, то есть в нашей школе, если условно дети учатся с 6 лет до 17-18, это огромный пласт. И этот пласт можно регулировать с точки зрения помочь ребенку развиваться в тех направлениях, в которых он силен, либо анализировать и понимать, где западают определенные вещи. То есть вот это основа, ядро. Если говорить о педагогах, то там покрывается цель, это бюрократия, это некий лишний документооборот, который сопутствует нашей образовательной деятельности. То есть там задачи немножко другие стоят. Если это ребенок, то мы говорим о классическом календаре мероприятий, да, это о дневнике, об анализе его успеваемости и прочее. То есть это некие, вот знаете, мы видим разные инструменты, вы вот говорите про уроки, да, это в том числе есть в задачах платформы, но в целом я хочу понимать, что это больше про анализ данных для принятия определенных решений с точки зрения помощи детям. То есть, я правильно понимаю, внедряя данный продукт, вы оптимизировали работу как менеджменту школы, также педагогам и также и родителям и ученикам. Все верно. Все, благодарю, спасибо большое. Мы знаем уже брендом образовательной системы является еще одна сеть школ, школа Бином. Это, наверное, также новый подход. В Астане сеть школ Бином есть в Атрау. Это не совсем частная школа, это не совсем государственная, это, наверное, больше государственно-частное партнерство, созданная сеть школ. Тут, Райлам Ханым, вы можете рассказать про сеть школ Бином и как они адаптируют новые тренды глобальные и как образовательная система, экосистема школ Бином адаптирует новые глобальные тренды. И если я понимаю, что у каждой школы есть государственный образовательный стандарт, которого мы придерживаемся. Пусть это будет частная школа, пусть это будет школа государственно-частного партнерства, пусть это будет государственная школа, но тем не менее вы что же внедряете новые подходы. Я знаю, что школа Бином также вкладывает огромный вклад своих педагогов, они также внедряют новые технологии. Вот как вы видите тренд будущее образования в сети ваших школ? Добрый день. Добрый день, участники саммита. Добрый день, Нирмет. Спасибо за вопрос. Да, 2 слова о наших школах. Школа Бином – это очень молодая сеть школ. Первая наша школа открыла свои двери в 2021 году в городе Астана. На сегодняшний день у нас 8 школ. Сам по себе проект является инновационным. Даже по одному простому признаку, что ни в какой школе Казахстана и ни в какой школе СНГ не учатся 4000 детей, 160 класс-комплектов. Дети принимаются без отбора. Спасибо большое. И
Да, здесь скажу. Сейчас на открытом уроке Кейши Тор участвовали наши дети школы Бино. Спасибо. Я думаю, что эти дети сказали больше, чем скажу я или скажет кто-либо другой. Еще раз акцентирую внимание, дети поступили в нашу школу без никакого отбора, они живут на микроучастке. Какой уровень английского языка, какой уровень открытости, какой уровень мышления. И смотря на этих детей, я думаю, каждый педагог сегодня в этом зале задумался, насколько нам нужно работать днем и ночью, как говорится в «Алисе в стране чудес», да, бежать со всех ног, чтобы догнать их и быть на 2 головы выше, как того требует вообще педагогика. И мы сегодня много говорим о разных инновациях, вчера, сегодня, завтра, их, наверное, повторять смысла нет. Мы понимаем, что диджитализация, она просто перевернула весь наш мир, и в то же время, конечно же, сферу образования. Мы понимаем, что уровень развития страны не может быть выше, чем человеческий капитал страны, а человеческий капитал страны не может быть выше, чем уровень педагогов, работающих в нем. Поэтому это очень круто, что мы каждый год собираемся на этой сцене и думаем вместе о том, что мы должны еще сделать, чтобы повысить уровень образования в стране, как результат повысить уровень человеческого капитала страны, и только тогда мы можем надеяться вот на то, что наша страна действительно займет свой рейтинг, который 10-15 лет. Я хочу просто люблю всегда говорить о более приземленных вещах. Я думаю, что вот диджитализация, она может дать нам возможность в реалиях организовать гибридный процесс обучения. В чем наша сложность? Страна же наша большая, очень много школ, порядка 8 тысяч, да, и высокий уровень централизации. Мы имеем очень много limitations, которые нам завязывают руки для внедрения лучших международных практик. В том числе мы часто говорим о голосе ученика, но мы на самом деле его не реализуем. Дети у нас занимаются по утвержденным государственным стандартам, по утвержденным учебным программам. У них нет практически выборности. Только в старших классах наши типовые учебные планы дают более-менее, да, мы имеем типовые учебные планы на выбор, сокращенные, это да, но на практике реализовать не всегда удобно. Я это говорю как практик, как человек, который каждый день в школе. Если дети не выберут, меньше 25 детей не выберет один предмет, мы не можем ему оплачивать уже педагогу, да? И вот диджитализация, мне кажется, когда часть обучения ребенок может выбрать какие-то предметы и проходить его на определенной платформе без участия педагога, вот тогда я вижу реальную возможность, что дети могут себе выбрать интересующие их предметы, изучать их, встречаться только на каких-то основных предметах вместе в классе по 25 человек,